Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжаем наш разговор о кыргызских падежах. Табыш жөндөмө, винительный падеж, обозначает объект, на который направлено действие. Отвечает на вопросы кимди – кого, эмнени – что. Образуется при помощи окончаний ны, ни, ну, ню, если основа слова заканчивается на гласную. Ды, ди, ду, дю, если основа слова заканчивается на звонкую согласную. И при помощи окончаний ты, ти, ту, тю, если основа слова заканчивается на глухую согласную. Например, в предложении «Балдар балатыны коздоп жатышат» – «Дети украшают елку». Слово «елка» стоит в винительном падеже «табыш жөндөмө». Дети украшают что? Елку. Образовано это слово «балатыны» при помощи окончания «ны», потому что основа заканчивается на гласную «ы». В примере «тө сууну көп ичет» – верблюд пьет много воды. Сууну стоит в табыш жөндөмө, в винительном падеже, и образуется при помощи окончания «ну», потому что основа «су» заканчивается на гласную. В предложении «тилди үйрөнүү эмгек» – изучение языка труд, слово «тилди» стоит в табыш жөндөмө. Образовано оно при помощи окончания «ди», потому что основа «тиль» заканчивается на звонкую согласную. В предложении «Алмаз досторду конокко чакырып жатат» – Алмаз приглашает друзей в гости. Досторду стоит в табыш жөндөмө и образовано при помощи окончания «ду», потому что основа «достор» заканчивается на звонкую согласную. Рассмотрим примеры образования существительных в табыш жөндөмө при помощи окончаний ты, ти, ту, тю. Например, ден соолукту жаш кезден сакташ керек. Здоровье нужно хранить с молоду. Что нужно хранить с молоду? Здоровье. Ден соолукту. Образовано при помощи окончания ту, поскольку основа ден соолук заканчивается на глухую согласную. В предложении «Мышык сүттү жакшы көрөт» – кошка любит молоко. Что кошка любит? Молоко. Сүттү образовано при помощи окончания «тю», потому что «сют» основа заканчивается на глухую согласную «т». Дательный падеж барыш жөндөмө. Слова, стоящие в дательном падеже, обозначают направление действия и отвечают на вопрос кимге – кому, эмнеге – чему, кайда – куда. Существительные дательного падежа образуются при помощи окончаний га, ге, го, г, если основа слова заканчивается на гласную или звонкую согласную. Если основа слова заканчивается на глухую согласную, то существительное дательного падежа образуется при помощи окончаний ка, ке, ко, г. Например, «Менин уулум бала бакчага барат». Мой сын ходит в детский сад. В слове бакчага основа заканчивается на гласную «а», и к ней добавляется окончание дательного падежа «га». Дыйкан талаага чыкты. Крестьянин вышел в поле. Талаага. Основа заканчивается на гласную «а», следовательно, присоединяется окончание дательного падежа «га». Окуучулар залга отурушту. Ученики сели в зал. Залга
В этом слове основа заканчивается на звонкую гласную «л», и к ней присоединяется окончание дательного падежа «га». На этом наш урок по кыргызской грамматике закончен. Для закрепления этого материала советуем вам использовать учебник Гульмиры Дюшеевой «Кылым карыткан тиль». С вами была Гульнара Намазбекова. До новых встреч!